Ассаламу алейкум. Добрый вечер всем. Или доброй ночи. Приветствую вас на канале Инновации горизонтальных связей. Чуть-чуть немножко поговорим о политике. Я думаю, это будет одно из таких исключений, потому что концепция инноваций горизонтальных связей не подразумевает прямого участия в политике. Сегодня я хотел затронуть вопрос, который в Ингушетии незаслуженно почему-то умалчивается о происходящих вот этих политических правозащитных событиях, которые происходили последние несколько лет. И роли в этом всем парламента Ингушетии. Потому что при том, что да, в парламенте Ингушетии есть люди, которые патриоты, которые выражают свою позицию как-то, но в общем я очень недоволен позицией парламента, и я объясню свою. Считаю, что с таким парламентом, с такой невнятной позицией подходить к такому же соглашению, которое было с Чечней по поводу разграничения там, границ, территории. У нас ожидается, мы знаем, с другим соседним регионом Северной Осетии. И я думаю, что есть некая социальная опасность для нашей республики, для нашего народа подходить к этому соглашению с парламентом с таким составом. Еще раз поясню, как я вижу ситуацию вот последние несколько лет, в основном связанные вот с этими громкими событиями, происходившими и происходящими в Ингушетии. Из доступных средств, из открытых источников информации. То есть, нежданно-негаданно, вопреки логике, когда это соглашение должно было подписываться после, на мой взгляд, каких-то парламентских слушаний, каких-то общественных слушаний, вне этой логики, которая ожидалась, мы имеем право ожидать ее. Соглашение было подписано как бы внезапно и застало ингушское общество, так скажем, врасплох. Но я сейчас не берусь оценивать само соглашение. Мы увидели определенно большое количество людей вышло как бы выразить свою гражданскую позицию в связи с этим вопросом. И один из главных упреков, который адресовался руководству Ингушетии, руководителю Ингушетии, в данном случае Кивкурову на тот момент, ингушскими общественниками, заключался в том, что в конституционном законе Ингушетии в 3 статье, 2 абзац, там говорится о том, что вопросы изменения границ Ингушетии обязательно должны выноситься на референдум. То есть ясно и четко было ингушскими общественниками заявлено о том, что в этой части была нарушена Конституция Ингушетии, которая на территории Ингушетии является основным законом. Руководство Ингушетии это проигнорировали все, хотя непонятно, как и федеральные, и республиканские органы власти могут игнорировать вопросы нарушения Конституции региона, которые громогласно, слышно на весь мир, заявляются, на митинге неделями стоят, днями и ночами люди, все об этом знают, но как-то это все прошло, опять же, каким-то образом. Руководство региона и федеральный центр сделали вид, что ничего не значит Конституция Ингушетии и так далее. Мы все должны вспомнить, на каком фоне это все происходило. А происходило это на фоне того, что в 2013 году Юнусбек Евкуров, воспользовавшись фактически
каким-то конфликтам, которые фактически им самим был устроен с руководством Чечни по поводу, я сейчас боюсь ошибаться, но там был какой-то вопрос, связанный там здесь с боевиков и правоохранительных органов, сейчас не буду сдаваться в подробности, но там был какой-то конфликт, межличностный какой-то конфликт, и на фоне этого конфликта, воспользовавшись этим конфликтом, Юнусбек Евкуров собрал так называемый внеочередной съезд ингушского народа, на котором было большое представительство, из-за границы приехали, из диаспор люди, из Москвы приехали, и Руслан Султанович Аушев был там, многие люди. И как я понял, из лейтмотива выступлений всех, которые там были, была некая договоренность как бы не усугублять проблему, не поднимать острые вопросы. У нас тут есть какая-то конфликтная ситуация и так далее. И все, кто участвовал в съезде, проявили со своей стороны деликатность, солидарность с руководством Ингушетии. И в то время, как он как бы находился в конфликте с руководством соседней республики, не стали не критиковать его, не поднимать какие-то злободневные вопросы. Единственный вопрос, который поднимался на съезде большинством выступающих, это был вопрос о том, что предстоящие выборы руководителя Ингушетии должны проводиться на всенародном голосовании, с помощью всенародного голосования. Абсолютное большинство выступающих заявляли об этом. Перед этим, как мы помним, группа общественников собрала в Ингушетии подписи с обращением к одному из бывших президента Республики Ингушетия Руслану Аушеву с просьбой к нему, чтобы он баллотировался на выборах президента. И он до приезда на этот съезд обратился к населению республики с тем, что он будет участвовать по просьбе наших сограждан, которые там более 100 тысяч подписей было собрано и было передано ему с просьбой участвовать на выборах. При этом он, обращаясь и к руководству Ингушетии, и к федеральному руководству, попросил, если вы из-за меня станете отменять выборы, вы мне дайте знать, я в любом случае сниму свою кандидатуру, если вопрос будет стоять, что из-за меня вы можете отменить выборы. То есть из-за меня ни в коем случае выборы не отменяйте, выборы дадут руководителю Ингушетию, новому, кем бы он ни был, сильный фундамент под ногами, уверенность, что он опирается на народ, который избрал, ну и так далее. Извиняюсь, что было проигнорировано. И по окончанию съезда каким-то образом, хотя весь съезд говорил о том, что нужно проводить всенародное голосование на выборах руководителя Ингушетии, каким-то образом секретариат, проводивший съезд, после окончания съезда объявил резолюцию съезда. И в этой резолюции указывалось, что якобы съезд ингушского народа обращается к парламенту Ингушетии с просьбой не проводить выборы руководителя Ингушетии всенародные, а принять соответствующий закон, по которому парламент будет иметь возможность самостоятельно или утверждать, или там что-то делать такое. После того, как руководители Ингушетии стали в этом упрекать, обвинять, он ничего умнее не нашел, кроме высказывать в таком формате, что у меня нет времени заниматься этой ерундой. То есть Евкуров тогда объявил, что основные права
граждан Ингушетии. Он к ним относится как к ерунде, это для него несущественная, несерьезная вещь, на которую он не хочет соизволять тратить свое время. То есть он так и выразился: у меня нет времени на эту ерунду, мне надо работать. Ну да, серьезный человек. Да, мы все понимаем, что эти выборы где-то формальные, мы все понимаем, что да, мы не можем всегда выбрать, кого мы хотим, но вместе с этим тогда возникает вопрос. Мы понимаем, что эти выборы формальные, и если нам не нужны формальные выборы, зачем нам формальный парламент, зачем нам формальные права, зачем нам кормить из республиканского бюджета десятки, сотни дармоедов, которые выполняют формальные функции. Почему вопрос о формальности, всерьез поднимается только когда это касается прав простых граждан? Почему руководство республики, руководство страны не будет таким же последовательным и также не положит свои мандаты там, сказал о том, что мы тоже здесь выполняем формальные функции, нам здесь достаточно наместника какого-нибудь там или временного управляющего губернии, потому что у нас все формальное, республика формальная, парламент формальное, руководство региона формальное. Зачем нам эти все формальности, если эти все формальности не способны соблюдать основных гражданских прав? Непонятно. Но, тем не менее, парламент Ингушетии, видимо, обрадовавшись этой ситуации и такой чести, что теперь они будут только блюстителями этих формальных прав, и они будут, им такая честь выбирать главу региона. Они как-то быстро и с радостью поддержали все это дело и, естественно, проголосовали, приняли там закон о отмене всенародного голосования и о том, что они будут утверждать, выбирать руководителя региона самостоятельно в рамках парламента. Чему я об этом говорю, я сейчас напомню. Чему было это отступление. Вот в 2018 году прошел митинг, там 2 недели стоял митинг, и были разные требования. Ну, более-менее без инцидентов, без проблем этот митинг улегся. Без особых последствий для каких-либо сторон. Но в марте 2019 года общественная Ингушетия опять же узнала следующую новость. То есть к Аюпу Гагиеву, руководителю Конституционного суда Ингушетии, попала в руки новая редакция Конституции Ингушетии, которую там накануне принял, не глядя, парламент Ингушетии. То есть руководство республики на тот момент отправило в парламент новую редакцию Конституции Ингушетии, указав там несколько определенных поправок. Парламентарии рассмотрели эти поправки, проголосовали за новую редакцию Конституции, но Аюп Гагиев, руководитель Конституционного суда, заметил, что помимо поправок, указанных в сопроводительном письме, и помимо поправок, которые по предложению руководства республики рассматривались, и с которым обращались, что нужно эти внести изменения, были изменения, которые не содержались в этом письме сопроводительном и не рассматривались депутатами. Этот вопрос не поднимался. Изменения касались именно той части закона
о референдуме Республики Ингушетии, в нарушении которого в 2018 году, после подписания соглашения, обвиняла вся Ингушетия, руководство Ингушетии. То есть пункт из 3 статьи Конституционного закона Ингушетии о необходимости проведения референдума, всенародного референдума в вопросах изменения границ, в новой редакции Конституции этот абзац исчез. То есть он был просто жульнически сворован. Мы сейчас не говорим, делало это руководство республики намеренно или нечаянно, как это потом сказал руководитель Ингушетии Юнусбек Евкуров, что это была компьютерная опечатка, на что вы, ребят, панику поднимаете. Вопрос, во-первых, заключается в том, что почему парламент, состоящий из нескольких десятков человек, депутатов, с которыми еще работают там какие-то помощники, секретари, там юристы какие-то, еще есть какой-то контингент. Никто из них не заметил исчезновения нашумевшего абзаца, нашумевшей статьи, о которой галдела вся республика за несколько месяцев до этого. Чем этот парламент вообще занимается? Они вообще смотрят, что они подписывают? Не подвергают ли они нашу государственность, наш народ опасности, подписывая, не глядя, законы, новые редакции Конституции? И во время голосования о соглашении с Чечней, ну, какое-то количество депутатов были против, и вроде когда они выражали свой протест, руководители региона говорят, что он очень грубо высказался, ну, относительно мнения депутатов. Мягко говоря, оставьте свое мнение при себе, оно никого не интересует. И было такое возмущение депутатов, как это так, и народа, как это так, как избранникам народа, депутатам, представляющим весь наш народ, как можно такие вещи говорить и так далее. Но так ушли, обоснованы были эти возмущения. Ведь руководитель региона обращался к тем самым депутатам, которые продали интересы своего народа в 2013 году. Они проголосовали за лишение основных гражданских прав, хоть и формальных, но они проголосовали за лишение основных гражданских прав населения Ингушетии в угоду интересов этого же Евкурова и в угоду своих интересов. Потому что, естественно, им не хотелось никаких резких движений, они не знали, что будет с ними делать Руслан Аушев. Они знали прекрасно, что на всенародном голосовании Евкуров не потянет против Аушева. Есть большая ностальгия, есть огромное уважение к Руслану Аушеву. И Аушев от всех последующих руководителей Ингушетии отличался тем, что он спрашивал с чиновников, а не с народа. И, естественно, депутаты, будучи чиновниками, помня это все, помня, в каком напряжении они работали, и как много им приходилось делать, и как часто им приходилось отвечать своими должностями за свою безалаберность. Я не имею в виду именно этих людей, я имею в виду в общем чиновников Ингушетии. Открою такой небольшой секрет, чему я был свидетель в парламенте и правительстве Ингушетии. Это 2000 год, 2001, я тогда работал в республиканской газете.
Ингушетии и иногда находился в правительственном здании. Так вот, бывало так, что или в правительстве, или в парламенте коридоры, похожие на коридоры школы во время перемены, шумные и гамные, в один момент моментально пустели. И на мой вопрос собеседников, куда же делись все люди, что какое-то ощущение, что звонок прозвенел на уроке, все мне говорили. Позвонили с аэропорта, Руслан приземлился в республике. А что разбегаются? Но у него есть особенность, неизвестно, куда он пойдет, а если он увидит праздно шатающего человека, то это может быть последним днем, когда этот человек занимает какое-то кресло или должность. Ну, в общем, это опять же отступление, такие наблюдения моей жизни за небольшое время, которое я провел в общем республике. В общем, тогда парламентарии Ингушетии устраивал Евкуров, и им очень не хотелось напрягаться с историей с Русланом Аушевым. В 2013 году парламент Ингушетии, насколько я понимаю, который был почти что в том же составе, что и сейчас, продал фактически интересы ингушского народа в угоду своих лично и в интересах Евкурова. В 2018 году парламент Ингушетии, несмотря на то, что какое-то количество депутатов приняло принципиальную позицию, но тем не менее парламент Ингушетии в общем занял позицию невнятную и непонятную. Какое-то количество людей вышло на митинг в 2018 году, объявило, что они проголосовали против. Кто-то воздержался, кто-то заболел, у кого-то язык отсох. Но прошло уже 2 года. 3-й год уже прошел. 19-й и 20-й годы прошли 2 года уже. 3-й год идет. У нас 3-й год в заключении сидят достаточно большое количество людей, которые не совершили никакого преступления. И все это время я лично четкого, внятного ответа парламента, какого-то количества депутатов, чтобы они собрались и внятно сказали, что мы, парламент Ингушетии, проголосовали за соглашение, мы проголосовали против соглашения. Какая-то позиция по поводу задержанных и подсудимых людей внятная, не то, что когда тебя там поймали где-то, или там попросили в передаче, да, конечно, мы все сочувствуем, мы переживаем. Там все мы сочувствуем. Потому что любого сейчас Евкурова посадите его перед камерой, скажите, он тоже посочувствует, там скажет, что я сочувствую, что у нас там люди в заключении, там не так вышло. Но 2 года, 2,5 года, это же достаточный срок, чтобы избранники народа как-то додумались, что это необходимо во избежание дальнейшего вот этих вот недомолвок, вот этих разговоров, упреков, споров. Вы, в конце концов, за проголосовали или против? Вот парламент, не я лично за, а за других я не знаю. Ну как это так? Ну, что вы там делаете в этом парламенте, если вы за 2 года не можете договориться и людям ответить на простой вопрос. За вы голосовали или против голосовали? Если вы против голосовали, почему вы против голосовали? Значит, у вас есть какие-то основания против голосовать. Вы же депутаты, объясните людям. Если у вас нет оснований, скажите, у нас нет, а не было оснований, мы просто проголосовали, потому что для нас это было непонятно, был нарушен этот конституционный закон о референдуме при подписании. Из-за этого, из-за того, из-за чего вы против голосовали. Есть у нас претензии территориальные, как парламентарии. Нет у нас
ваша позиция нету, она непонятна, она размыта настолько, что ее нету, этой позиции. И в этой связи завтра, допустим, вот мы уже услышали, не знаю, это была намеренная провокация или это была утечка какая-то информации вот со стороны некоторых там политиков Северной Осетии, мы видим, что на май 2001 года они планируют подписывать соглашение о границе. Вы собираетесь вот с таким же невнятным своим поведением в составе этого же невнятного парламента опять же участвовать в ратификации этого договора. Неважно, какой он будет. Неважно, какой он будет. Важно то, что на данный момент степень доверия к этому парламенту не может быть какой-либо существенной. Это доверие немногим отличается доверие администрации Евкурова. Потому что кроме каких-то невнятных, я лично против, я там это, у меня есть бумажка сфотографированная, 5-10, мы как от парламента Ингушетии четкого ответа не слышим. Если нет людей в этом парламенте, нет лидеров, нет людей настолько ответственных, понимающих, различающих свои личные интересы, свою карьеру и интересы народа, интересы республики, то вы должны, и они должны, и народ должен требовать, потому что я вижу, что как парламентарии в рот воду набрали, так и народ. Вообще он как будто не видит этой проблемы, этого вопроса. Какой смысл нам постфактум, когда что-то уже произошло, потом после драки махать кулаками, там в результате потом сажают людей, которые выходят там на улицу с возмущением, потому что чувствуют, видят, что их обманывают. А сегодня, когда хоть что-то можно сделать, чтобы предостеречь себя и свой народ от грядущих каких-то возможных негативных событий, мы все уповаем на то, что этим должен кто-то заниматься. Кто этим будет заниматься? У нас есть небольшое количество общественников. Половина их там пересажали, запугали. Мы все молчим. Парламент у нас тоже немой какой-то. Руководство республики у нас тоже большей частью не слышит ничего. Не видите ли вы опасным подходить к следующим соглашениям, каким-то злободневным вопросам с парламентом вот в таком составе? Я лично считаю, что этот парламент вообще в полном составе должен уйти. Он, если, я не знаю, какой-то, были бы какие-то нравственные люди там в каком-то количестве в этом парламенте уже должны были поставить вопрос и всем парламентам распуститься хотя бы в конце концов. Если у вас нету никаких прав, я понимаю, что у всех там свои семьи, что у всех карьера там у кого-то, ну, елки-моталки. Вы же там же есть пожилые люди, которые, вы завтра все равно на пенсию, вы завтра все равно кинете эту работу. Ну, как можно свой народ вот все время подставлять ради своих интересов? Да, мы сегодня сказать, да, Евкуров негодяй, мерзавец, все, он ушел, все, проблема решилась. Так этот парламент, он же также способствовал этому, своей вот этой невнятностью. Почему вот эта же провокация, она состоялась в том числе по вине парламента? Почему парламентарии не разглядели, почему это Якуб Гагиев, почему это люди должны были в марте 2019 года выйти на улицу и бить в колокола, что Конституцию Ингушетию растоптали? Почему в рабочем порядке парламент этого не сделал? Чем вы там вообще занимаетесь?
Как вы могли это прозевать? Ведь об этом вся республика гудела, об этом конституционном законе. Уже несколько месяцев, полгода к тому моменту. Если у нас в республике единственный человек, который разбирается в законах Конституции Республики Ингушетии, Аюб Гагиев, он должен быть депутатом, спикером, здесь, там, я не знаю. Каждый уважающий себя и достойный депутат должен был сказать, выйти и сказать: прости меня, пожалуйста, ингушский народ, мы прозевали, наша ошибка, я прошу, вот, выберите на мое место Гагиева, мы не разбираемся, мы не оправдали вашего доверия. Если вы уже 2 раза как минимум грубо продали интересы своего народа, или прозевали вы, или вы этого не понимаете, каких гарантий, что вы завтра это вдруг поймете и осознаете, какое доверие к вам? Зачем вы сами для себя создаете эту яму и капкан и для нашего народа? Я думаю, здесь какие-то здравые есть несколько выходов. Или руководство Ингушетии должно обратиться к парламенту с предложением самораспуститься или распустить его. В связи с тем, что этот парламент в этом составе не пользуется доверием избирателей. Мы не давали населению Ингушетии, не давали права депутатам отказывать нам в праве участвовать в всенародном голосовании. Мы не давали права настолько безалаберно относиться к своим обязанностям, за которые вы получали зарплаты, какие-то там преференции все эти годы, когда в важные моменты вы все оказываетесь слепыми и не видите, что вы там, за что вы голосуете, что вы подписываете. Потом вы оказываетесь немыми в общем и не можете четко, ясно, внятно сесть 5-10 человек и сказать: вот мы вот столько проголосовали за, столько проголосовали, потому что, может быть, вы кому-то говорите там, своим родственникам, своим знакомым, там, на свадьбах, на похоронах, но мы вас лично всех не знаем. Нам этого недостаточно. Вы публичные люди. Вы не какая-то там шайка бандитов. У населения есть открытые вопросы, на которые вы должны открыто ответить. Вы этого не делаете. Я считаю, что вы не имеете морального права просто продолжать работать в этом органе. И вы должны сами распуститься. А дальше уже на выборах в следующий парламент, это уже народ должен посмотреть, кого из вас выдвигать и кого из вас выбирать. Да, пусть это опять же будет формальные выборы, но это будет правильно. Потому что если завтра произойдет такое же соглашение и такая же история с ним, то там проблем и у вас, и у нашего народа может быть намного больше. То есть, или руководство республики должно по своей инициативе назначить досрочные выборы. Или, если, к примеру, это не произойдет до момента подписания соглашения с Северной Осетией границы, если вдруг это соглашение не будет учитывать закон о реабилитации репрессированных народов, то парламент Ингушетии обязан, не голосуя, распуститься. Потому что в этой ситуации, даже если вы 100% уже проголосуете против ратификации, есть опасение, что все равно будет объявлено, что вы голосовали за.
И это все опять будет вот такой превращено в жвачку. Может да, может нет. Опять народ будет этим спровоцирован. Опять народ выйдет на улицы. Опять пострадают люди. Опять люди лишатся свободы и так далее. И это все будет опять же вашей провокацией. И при этом следствие вашей безалаберности, это прямое, в том числе, да, Евкуров в этом виноват. Но вы виноваты в этом тоже. Вот эти люди, которые сидят в тюрьме, это тоже в том числе следствие вашего поведения, следствие вашей безалаберности. И этот же Евкуров поступил и с народом, и с вами так, потому что вы ему в 2013 году показали, что вы так можно поступать, так можно к вам обращаться. Соответственно, чиновники сделали этот вывод, что можно и к вам обращаться, и к нам обращаться так. И мы видим следствие вот эту нехорошую ситуацию. В общем, резюмируя это, может быть, я чего-то не понимаю. Я не политик, никогда не стремился к политике. Я последние 20 лет занимаюсь строительством. Никогда не лез в политику, в принципе, мне это не интересно. Но я вижу опасность вот в этой нашей отстраненности, в этой нашей позиции. Моя хата с краю, ничего не знаю, тот там должен решить все проблемы. В итоге расхлебывать вот это наше с вами, вот это вот, как бы сказать, нейтральную или отсутствие гражданской позиции какой-то, в итоге все равно приходится расхлебывать нашим братьям, нашим сестрам, нашим старикам, нам с вами. В любом случае это надо будет расхлебывать рано или поздно, все. Никогда ничего сама болезнь, сама болячка, она сама себя не лечит, если мы со всех сторон не будем ее как-то способствовать этому лечению. Мы сегодня видим, что у нас в общем система управления, она больная. Да, это может много причин, может исторические, может быть, может ментальные тоже могут, может разные причины быть, но надо какие-то предпринимать хотя бы какие-то шаги, хотя бы пытаться хоть поднимать какие-то вопросы, и чтобы пытаться как-то избежать. Я не говорю уже о решить каких-то проблемах сложившихся, но хотя бы избежать возникновения новых проблем, исходя из предыдущего опыта, избегать провокаций какие-то, что-то обсуждать, что-то понимать, чтобы завтра опять не выбегать на площади там в панике, а к этому моменту иметь ясную картину и ясное представление. В общем, в принципе, не брался целью дать какой-то рецепт, потому что это вопрос сложный и не моего уровня, но обращаюсь к ингушским общественникам, ингушским чиновникам, к руководству Ингушетии, к парламентарию Ингушетии с этой озабоченностью, с этим видением проблемы, с просьбой серьезно к этому отнестись, потому что вот наше несерьезное отношение к прошлому, мы видим, что она оборачивается серьезными проблемами для наших соплеменников, для нашей республики, для нашего народа в общем. На этом спасибо. Салам алейкум. Маркову Холчин Масне. Желаю всем здоровья, возможности
бежать пост. Але як то блокнуть?